Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, кредитования при получении выплат с использованием платежных карт, в сфере страхования и компьютерной информации. При условном разделении получается 7 направлений, по которым отрабатывают четко заученные схемы аферисты, обманным путем выманивающие деньги жителей Ингушетии. Но чаще всего в регионе фиксируются случаи мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий. В последнее время наиболее актуальным видом мошенничества становится действие злоумышленников, при которых клиентам банка звонят и неустановленные лица и представляются сотрудниками тех же банков или же правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговой службы, социального фонда, а также портала госуслуги. Самая распространенная уловка – это предложение получить какую-либо государственную схему простая. Вы нам данные карты, мы вам деньги. Есть и другой сценарий, например, звонок от представителей следственных органов или же Росфинмониторинга с угрозой якобы блокировки счета в связи с сомнительными операциями. Чтобы избежать этого, мошенники требуют оплатить штраф. Для убедительности они могут даже прислать квитанцию на бланке того или иного ведомства. Гражданам необходимо помнить, что подобные ведомства не наделены полномочиями по аресту денежных средств, не оказывают платных услуг по оформлению документов. Мошеннические схемы с каждым днем совершенствуются. При этом аферисты, несмотря ни на что, идут на самые разные ухищрения в попытке обчистить жертву по нулям. Например, преступники с помощью нейросетей научились подделывать голоса людей. Этой уловкой мошенники вынуждают потерпевших сообщать различные сведения и совершают денежные переводы. При этом все чаще создаются так называемые адресные схемы. Адресные схемы, они создаются для того, чтобы создать портрет человека по цифровому составляющему. Данный портрет мошенники создают с использованием на основании тех данных, которые размещают лица в своих социальных сетях или же других интернет-ресурсах. Допустим, о тех же родственниках, знакомых, друзьях, работе или досуге. Гражданам необходимо подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях осторожно. В прошлом году в Ингушетии зарегистрировано 357 фактов мошенничества. Это на 5,6% больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 338 таких преступлений. За первый квартал текущего года совершено 130 противоправных деяний в этой сфере. Почти каждый второй житель получал звонок от лжеработников банка. Некоторые, хоть и не особо любят об этом говорить на камеру, но признаются, попадались в сети аферистов. ده قصد واقع عشان ده إنه تصدق بغبي غير تاب زون دي غير تاب دهن حتى تناخا دهن نغير بيشبه كشتونه شوج يخبلك خادي تناخا خاصة أنا شنونه لقن وجدال بيقم مناخا شوج بيقم بالخور متعدد داترس أنا تبي مرد مثلا من غشنا فليس منا ناخا تيشو بجوسك ثم تواش أنت شنو دهن. Несмотря на то, что преступления представляют сложность из-за анонимности мошенников, межрегионального характера содеянного, число раскрываемости таких противоправных деяний в прошлом году выросло. Вместе с тем, при увеличении и при сложности раскрытия таких преступлений, число зарегистрированных преступлений и раскрытых возросло на 10,6%. В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении 24-летней жительницы нашей республики. Она обвинялась по 24 эпизодам преступлений по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в период времени с июня 2022 года по май 2023 года из корыстных побуждений, направленных на завладение чужим имуществом, размещал на Авито, в социальных сетях объявления о заведомо ложных и недостоверных, несоответствующих действительности сведений о продаже имущества, а также об оказывании услуг по получению социальных выплат. Введенные в заблуждение местные жители перечисляли злоумышленнице на указанный ей банковский счет денежные средства. Таким образом, ею у 24 местных жителей были похищены денежные средства на общую сумму более 150 тысяч рублей.
Похищенными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд, где в отношении нее вынесли приговор. Правоохранители напоминают, что за совершение таких преступлений грозит серьезное наказание. Наказание за совершение мошенничества следует достаточно суровое. В большинстве своих случаев с реальным лишением свободы, вплоть до 10 лет лишения свободы и со штрафом до 1 миллиона рублей. В зависимости от тяжести, степени вины и размера причиненного ущерба, наказание назначается судом, исходя из принципа справедливости и соразмерности. Например, за простое, так называемое простое мошенничество без отягчающих обстоятельств можно получить до 2 лет лишения свободы. Те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Правоохранители Ингушетии просят быть бдительными жителей региона, не доверять звонкам от лжесотрудников службы безопасности банков, не сообщать реквизиты банковских карт и пин-коды к ним, избегать покупки товаров в ненадежных интернет-магазинах. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, Магаз 24.